я хотел бы отметить, что президент в своих словах сказал построить в каждом дворе спортивную площадку, сделать условия, чтобы дети с удаленных районов страны могли иметь возможность заниматься в спортивных секциях. Потому что у нас, к сожалению, вообще вот до сегодняшнего дня, наверное, было так, что если ты живешь в Алмате или в Нур-Султане, то у тебя более-менее есть какие-то возможности сходить на хоккей, гимнастику, теннис и так далее. Если ты живешь где-нибудь в региональном городе или еще хуже где-нибудь в ауле или в разъезде, то, конечно, из тебя не получится теннисист, шахматист и так далее. Поэтому, я думаю, этими словами президент хотел бы, наверное, уравнять шансы молодежи, чтобы ребенок из Алма-Аты не отличался от ребенка, скажем, каком-нибудь там в Актубе или в Семее и так далее. Ну, то, что президент еще добавил, что как бы тот процент, который разрешило государство брать из пенсионных отчислений, можно отправлять уже не какие-то пенсионные фонды, а конкретно, прям, как он выразился, в белую, можно отправить именно в Отпасыбанк. Я думаю, это огромное подспорье для молодых семей, для людей, которые, может быть, копили деньги, у которых есть пенсионные отчисления и так далее. То есть, в целом, государство работает, и слышащее государство слышит. Я думаю, надо набраться терпения, и все-таки хочется верить в лучшее. Что касается экологии, то я хотел бы отметить, что особо запомнились слова про то, что будет 40% нехватка питьевой воды. Как известно, все реки Казахстана берут начало не у нас. То есть истоки наших рек не принадлежат нам. Иртыш, Или начинаются в Китае, Сырдарья начинается в Таджикистане, в Узбекистане. И Талас и Чу, если не ошибаюсь, кажется, берут свое начало в Кыргызских горах. Поэтому в целом, конечно, рано или поздно будет нехватка воды, демография растет, нужна вода для орошения полей, для агрокультуры и так далее. Поэтому я считаю, что президент этими словами хотел сказать обществу, что пора построить какую-то политику экономии воды, чтобы люди не тратили воду бессмысленно. Зачастую даже в бытовых условиях мы видим, что в торговых центрах где-то, на работе у нас или даже дома у кого-то вода может просто течь бессмысленно. Кто-то забывает закрыть кранник и так далее. То есть в целом это не зависит от одного человека или от президента. Это зависит от всего общества. Мы должны как-то объединиться, понять, что вода – это наше будущее. Человек может прожить без бензина, без нефти, я не знаю, без космоса, да, условно говоря. Но человек без воды не может прожить больше 3 дней. Поэтому вода – это очень важно. И в этом плане, я думаю, наверное, Министерство экологии должно тоже внести свою лепту. Может быть, какие-то министерства или на уровне университетов, школ должны обучать наше подрастающее поколение, как относиться к воде. Потому что вода – это очень важно. Я думаю, президент, он, работая в Организации Объединенных Наций, да, вот мы знаем, он, наверное, видел, был ознакомлен с ситуацией в Африке, например, да, когда в Нигерии не хватает воды или где-нибудь там в азиатских странах идет засуха сильная. И это все, конечно, он видит же наперед, поэтому он как бы предупреждает нацию. И наша задача это понять.